Nu jautā, Fiks. Tu esi atzīmējies visur, ka... Protams. Kas tev jautā? Tu esi trešais, kas finišē. Un pirmais, kas ir rezultāts. Jā, redzējām, ka tu pat 2 minūtēm noķēri Mats Kaldinu un finišējāt kopā. Vai skrējāt kopā distancē? Jā, nu, sākumā uz otro uztaisīja kādu minūtes kļūdu, tad skrēja viens pats, izskrēja abas zvaigznītes, skatos Mats stāv un dzer, nu tad es sapratu, ka jāskrēja kopā, bet, nu, vienalga vairākus punktus tā ritīgi nobakstījām. Brīžiem viņš pa priekšu skrēja, bet tur, kur bija purvaināks un zaļais, tur viņš laida mani, jo pārliecības viņam tajās vidās nebija. Kā tev patika purvi ūdeņainie? Oi, ūdeņainie purvi man ļoti patika. Purvi tā ir mana stihija. Bija kādi setups, kur arī bija pa ceļa varianti jāpadomā, vai arī vairāk visur skrēja taisni? Nē, te ir tikai taisni un sepo līdzi, kas ir, kas nav pa ceļa. Vai iztika bez lielām kļūdām? Nu, bija dažas kļūdas, katru uz kādu minūti. Kāds 3-4 bija. Diemžēl. Vai kopumā esi apmierināts ar sasniegumu? Es domāju, ka jā, nu, jāsās kā te citi saspries. Nu, ja būs 20, 15, tad būšu ļoti apmierināts. Ну я ладно. Сюда правее ушел. А так, в принципе, старался. Чемпионом юниоров в каком году? 2003. Да. У меня проблемы с паспортом были, поэтому очень было тяжело в сборную попасть. Почему? У нас же как бы в России очень развиты спортсмены, это военнослужащие, которые зарплату получают. И я служу в училище космических войск. И там секретность. У меня нету секретности, но все равно ФСБ проверяла. По полгода делаем. Сейчас еще? Нет, сейчас уже нет. Дмитрий, можно на небольшое интервью? Можно. По-английски тоже можно? Нет, нельзя. Я по-английски не понимаю. Не, просто если будет в этом в ЭОЦ 2008 МЛВ, тогда будет по-русски тоже. Пусть будет. Дмитрий, ты очень хорошо сбегал сегодня. Какое самочувствие? Самочувствие хорошее было. Бежалось тоже хорошо. Я настраивался на четкое и безошибочное ориентирование. Поэтому практически все получилось. У меня сегодня на дистанции была одна ошибка. Дмитрий лучший. Одна ошибка была на 20 секунд. Так, в принципе, грубых ошибок не было. И еще, конечно, помогло, что мы с ребятами бежали поддерживать скорость. Хоть они и сзади были, но все равно что-то меня сзади подталкивало, что надо быстрее. И, в принципе, я выбирал свою скорость, на которой я смог бы быстро ориентироваться. Как тебе понравилось, что разные лесы были, например, там белые, зеленые, там, Да, это, в принципе, наша питерская местность. В Санкт-Петербурге у нас много похожей местности. Поэтому, как бы, мне, честно говоря, повезло, что именно такая местность здесь на чемпионате Европы, что будет на Мидале и что здесь на длинной дистанции. Ты теперь обратно в такой же форме, как ты был в Эстонии, когда был чемпионат мира юниорский? Конечно, тяжело сравнивать детский спорт, юниорский и взрослый. Во взрослом гораздо все сложнее. И пришлось 5 лет тренироваться, чтобы выйти на элитный уровень и бежать именно так. Как ты думаешь, с этим результатом будет достаточно, чтобы попасть на подиум тоже? Или как ты думаешь? Я не люблю предсказывать, поэтому как бы подождем финиша и посмотрим. Может быть, ребята, там есть и чемпионы мира, которые могут набежать в конце, плюс сильные элитные спортсмены в конце.
очень сильно и десятый в конце бежит, поэтому будет тяжело сказать, попаду ли я на подиум или нет. Давайте подождем финиш. Ну, спасибо тебе.